Тема урока «Жемчужины Казахстана». Узнайте о реках и озерах, которые стали жемчужинами. Научитесь различать полные и неполные предложения. Ключевые слова урока. Страница 45. Семиречье, Айнабулак, Алаколь, Кольсай, Алатау, Тянь-Шань. Как вы думаете, какую информацию получите из текстов урока? Верно, о красивых местах нашей страны, которые стали жемчужинами. Давайте разберемся, что такое неполное предложение. Правила есть у вас на странице 46. Полные и неполные предложения. С точки зрения полноты структуры, предложения делятся на полные и неполные. Полные, в которых имеются все члены, необходимые для выражения мыслей. Неполные, в которых пропущен какой-либо необходимый по смыслу и структуре член предложения. Полные предложения. Полными называются предложения, в котором присутствуют все необходимые для понимания его смысла главные и второстепенные члены. Я читаю интересную книгу. Неполные. В них пропущен какой-либо член предложения, или главный, или второстепенный, необходимый для полноты строения и значения, но он легко восстанавливается по смыслу из контекста. Какую книгу ты читаешь? Интересную. Страница 47, упражнение 4. Слушаем, следим. Алаколь. Алаколь в переводе «пестрое озеро». Одно из красивейших озер Казахстана. Стало популярным для самих казахстанцев недавно. Соленое озеро богато сероводородными грязями, минеральными солями. Оно расположено на северо-восточном конце Джунгарского Алатау. На своеобразном птичьем острове озера можно увидеть стаи розовых фламинго. Кольсайские озера. Кольсайские озера – жемчужина северного Тянь-Шаня. 3 высокогорных озера, расположенные от рога хребта Кунгей-Алатау. Прекрасное место для пеших походов, путешествий верхом на лошади и горных велосипедах. Недалеко от Кольсайских озер еще одно уникальное озеро Каинды. В переводе Каинды – березовое. Но его окружают не березы, а великолепный хвойный лес на высоте 2000 метров над уровнем моря. Озеро образовалось около 100 лет назад в результате обвала огромной массы известняка.
С вершины скалы открывается чудесный вид на ущелье Саты, панораму реки Чилик, ущелье Каинды.